다들인데, 아주 근처에 팀, 이 себе. Я хочу поприветствовать всех участников 24-го собрания Кагyu Гюнчу зимних дебатов, всех членов монашеской санхи, всех учителей, всем вам и всех вас я тепло приветствую. Сегодня годовщина того дня, когда славный Дюсун Кемпа проявил формулу самбо Гакая, или то, что обычно называется уходом в паринирвану. Я не думаю, что мне нужно об этом долго говорить. Вы все знаете, что Дюсун Кемпа является основателем традиции Карма Кагью, а также первым Гелвангом Кармапы. И также именно он является первым держателем черной короны. И если говорить в целом о его жизни, либо о его величии, то говорится, что когда ему было 20 лет, он отправился в Центральный Тибет. Причина, по которой он пошел в Центральный Тибет, описывается 8-м Кармапой Микью Доржи в песне «Восхваление», в которой говорится, он был не способен, он не мог противостоять славе владыки Чапы, и поэтому он оставил Амдо и отправился в Центральный Тибет. В этих строках говорится о великом известном учителе того времени, учителе философии, которого звали Чапа Чокчи Синге. Дюсун Кемпа был очарован его славой, и именно поэтому отправился в Центральный Тибет. Когда он пошел в Центральный Тибет, во время его пребывания в Центральном Тибете он учился не только с Чапой Чокчи Синге, а также с другими известными мастерами Кадампы, такими как Шанг Шарава, Палчан Галу. Это мастера, которые были хорошо известны как в Индии, так и в Тибете, а также с другими известными учителями. И от них он получал наставления, учения по философии, которые принадлежали к различным линиям Дharмы. И изучал он не только учение Кадампы, но также учение Дзогчен, учение Ламдре, 6 йог, Калачакры, Махамудру и другие учения. Говорится, что Дюсун Кемпа посетил Центральный Тибет дважды. Первый раз он провел там 10 лет, посвящая себе слушанию и созерцанию, а затем практиковал там на протяжении 12 лет. И поэтому его путь соответствовал тому, о чем говорится в Абхидharма-коше, поддерживая чистоту поведения, созерцания и слушания, посвятите себя практике медитации. Таким образом, он показал пример всем нам. Дюсун Кемпа встретился с 7 учениками Миларепы, включая Гампопу, Ричунгпу, Линкаву, Чикумрепу, Чама, Линчик, Кепа Дорджи, Циманом Хасалдрона и Гетсул Пиньи, и получил от всех наставлений. И можно сказать, что из всех мастеров Дагпа Кагью Дюсун Кемпа встретился с наибольшим количеством учеников Миларепы. И главное, что он провел 6 лет с Гампопой и стал одним из 4
ближайших сыновей, ближайших учеников Джая Гампопы и стал также держателем линии Гампопы. Гампопа сказал ему: ты должен практиковать в Кампо Гангра в Каме, и тогда благо для существ распространится по всему Ю, Цангу и Каму. Как и предсказал Гампопа, Десум Кемпа отправился из центрального Тибета в Кампо Нананг, где посвятил себе практике. А затем, когда все еще пребывал в Каме, основал Кампо Нананг, Кармарилинг, также место практики в пещере Допанг, а также место практики Камкин в районе Тре. И он был первым, кто распространил линию Дампо Кагью в Каме. После этого он вернулся в Центральный Тибет, и когда он вернулся в Центральный Тибет во второй раз, Дрикунджик Тенсунген попросил его возглавить монастырь Дакла Гампо. Он послал Дюсуму Кемпу письмо, которое сохранилось в собрании работ Дрикунджик Тенсунгена. В нем говорится: держатели славной линии Дакпо просят тебя, о почтенный, стать мастером, владыка монастыря Дакла Гампо и вернуться домой. То есть в этих строках говорится о том, что все мастера Дакпо Кагью обращаются с молитвой к Дюсуму Кемпе и говорят ему, что монастырь Дакла Гампо является его домом, куда он должен вернуться. И много других великих деяний Дюсума Кемпе, и сегодня у меня нет времени рассказать о них всех. И когда мы обращаемся к жизни Дюсума Кемпе, то о чем бы я хотел рассказать, в частности, это его детство, молодые годы, поскольку мы не так часто слышим рассказы о том, где Дюсум Кемпе родился и как он провел свое детство и молодость. Прежде всего в том, что касается его места рождения и времени рождения. Старые истории о линии конца говорят о том, что местом рождения Дюсума Кемпе является Тре Рактак. Первый слог этого места Тре. Оно, скорее всего, относится к названию Трево. И Трево имеет много различных способов написания. Также оно называется Треху. Это место в настоящее время находится в районе Кардзе. А что касается Рактака, также может писаться как Рата, Рацак, Ратак. Обычно его называют Ратаком в большинстве старых историй Кагью. Однако жители Кардзе утверждают, что местом рождения Дюсума Кемпе является Бочок, также называется Бангчок. И в этом городе Бочок, даже есть люди, которые утверждают, что они принадлежат к его семейной линии. И у них даже есть предметы, которые они утверждают, как принадлежат Дюсуму Кемпе. Однако, согласно давним историям, Дюсум Кемпе родился именно в Ратаке. И причина, по которой большинство людей в наши дни утверждают, что он родился в Бочоке, может быть связана с тем, что нет ясности, не сохранилось исторической ясности, согласно тому, где он родился. И чтобы установить факт места его рождения, мне кажется, хорошо обратиться к тексту, который называется «Ваджровое лезвие. Путевые заметки Гелонга Шанкарвы». Его звали Шанкарва Джигме Наги Гемцо. Он был доктором и помощником 8-го Кармапы Микёдоши.
И в этом источнике говорится о том, как перерождение 8-го Кармапы Микью Доржи, 9-й Кармапа Ванчук Доржи родился в Нижнем Тре, возле Кхава-Лангри, в Таксанге, либо Таксангнанге. И тогда 5-й Шамар отправил поисковую группу из 10 монахов. И в нее входили сам Гелонг Шанкарва, Гамчен Чунгюкунга из Горчена и другие, для того, чтобы поднести перерождению одежды и другие подарки. И говорится, что в то время, когда описывается, как они посетили различные места на своем пути из центрального Тибета в Треву. То есть говорится, что перерождение именно родилось в Треву, в Тре. И в этом тексте описывается Тре как Треву, как место, связанное с рождением Дюсума Кемпы. И также говорится, что они посетили Бумчок, являющийся местом рождения 4-го Шамара. И Бумчок, он находился ниже Рангтага, место рождения Дюсума Кемпы. И таким образом утверждается, что местом рождения Кармапы был Рангтаг, тогда как местом рождения Шамара был Бумчок. И похоже, что эти два места начали путаться. И подтверждением тому, что Кармапа родился в Рантаке, является тот факт, что там находится ступа, которая связана с Дюсумом Кемпы. И в путевых заметках Гелонга Шанкарвы описывается, как в этой ступе хранятся реликвии Дюсума Кемпы, такие как его накидка, его пояс, миска и прочее. И там не только находится ступа, но также и алтарь. И на этом алтаре, возле этого алтаря есть отпечатки ступней Дюсума Кемпы, а также отпечаток его тайной ваджи. Говорится также, что там находятся надписи, которые сделал сам Дюсум Кемпа, когда был маленьким, учился писать. Как бы там ни было, скорее всего, первый Кармапа родился в Треху, и все Кармапы от 1 до 9 родились в том же месте. И кроме Кармапы также 4-й Шамар Чанга Чудрот родился там, и несколько других шамаров также родились там. И до 10-го Кармапы Чунга Доржи в Треху было много кагью, лам и монастырей. Но потом позже они были все разрушены монгольской армией Гошри-Кхана. И похоже, что произошло, это то, что месторождения Кармап и Шамаров со временем начали путаться. И сами линии Кармап и Шамаров также путались, и поэтому нет ясности в том, где он родился. И теперь, что касается времени, даты его рождения. Говорится, что он родился в год Железного Тигра второго цикла, то есть в 1110 году. Это тот же год, что и год рождения Дешека Пакмутрупы. То есть они были одного возраста. В какой месяц он родился? В трактате 8-го Кармапа Микью Доржи у Тантри Калачакры, который называется «Улыбка на озере», говорится, что
Славный Дюсун Кхемпа родился в 8-й день 9-го месяца осени года Железного Тигра, а умер в возрасте 84 лет на 3-й день месяца Пуши, что припадает обычно на январь-февраль года Водяного Быка. Это то, как описывается время его рождения. Теперь в том, что касается его семьи, его родителей, его отца и матери. Говорится, что его отца звали Гомпа Доржигён, а его мать звали Латок Са Ганчам Мингджен. И его назвали Гапель, перерождение. Это то имя, которое носил до того, как стал монахом. И есть еще другое имя его отца, которое содержится в вопросах и ответах Темпа Рабье, который был важным мастером 13-го Кармапа Дюдюла Доржи. В этом тексте говорится, что его отца Дюсома Кхемпа звали Тонгпен Шерап Гомпу. Это лишь один источник, в котором его имя указывается по-другому. И обычно во всех других источниках его имя указывается как Гомпа Доржигён, не Тонгпен Шерап Гомпу. Тонгпен Шерап Гомпу был его дедушкой, то есть был отцом его отца, его дедушкой по линии отца. И как его дедушка, так и отец, они оба были практиками тайной мантры традиции Нигма. И в особенности они практиковали Палден Ламо Ранджум Белму. А Дюсун Кхемпа говорит, что он изучал учение Палден Ламо вместе со своим отцом и со своим дедушкой, когда был молод. Если мы взглянем на линию передачи практики Палдан Ламо традиции Карма Камсанг, то увидим, что в эту линию передачи включен дедушка Дюсома Кхемпы, а не его отец. И теперь я хочу рассказать немного о его детстве, поскольку большая часть истории жизни Дюсома Кхемпы не говорит нам о его детстве. Мне кажется, что лучше всего его детство описывается к молитве к владыке Дюсуму Кхемпе, составленной 8-м Кармапой Микё Доржи. Обычно эту молитву называют Самдрупма, та, что исполняет желание. В ней говорится: в возрасте 8 лет ты усмирил Якшу, в возрасте 11 лет ты остановил великую битву, в 15 ты освободил врага учений. Я кланяюсь тебе, кто
покорил армию Мары. В 16 ты принял монашество и показал пример монашеской дисциплины. Ты поддержал храм учения Будды. Я кланяюсь тебе, кто хранит великое колесо Дхармы. И в комментарии к этой молитве Дюсуму Кемпу, составленной Микью Дорже, в этом комментарии, который написал Карма Кинче Ринчен Дарге, говорится, что когда родился Дюсум Кемпа, было столько разных чудесных знаков, что все люди говорили, что родился Тулку, великий Тулку. И все хотели его увидеть, чтобы получить его благословение. И тогда же Палден Ламо сделала предсказание его отцу, в котором говорилось, что если ты не сможешь уберечь своего сына от всех этих посещений, если ты не можешь воспрепятствовать всем людям приходить и видеть его, то возникнут препятствия. И в связи с этим предсказанием, этим пророчеством, отец Дюсума Кемпа сказал всем, что мой сын умер, он заболел и умер, и спрятал его. И он так хорошо его спрятал, что все поверили и были уверены, что сын Дорже Гена умер. И Дюсум Кемпа быстро рос и стал очень сильным. И похоже, что он был высокого роста. И в истории освобождения непосредственно ученика Дюсума Кемпы по имени Бадейла Джогенца говорится, что в возрасте 6 лет Дюсум Кемпа путешествовал по торговым путям, и он посетил Гангцу и вернулся домой лишь через год в возрасте 7 лет. И в возрасте 8 лет он снова отправился в торговое путешествие в Баян. То есть здесь говорится о том, что в возрасте 6 до 8 Дюсум Кемпа путешествовал вместе с торговыми экспедициями как на север, так и на юг Тибета. И, возможно, причиной, по которой его отец брал его в эти путешествия, как раз были связаны с целью скрыть факт его рождения, поскольку в прошлом не было такого распространения информации, то есть если кто-то куда-то уезжал, то никто не знал, где он и что с ним происходит. И говоря о деяниях Дюсума Кемпы в этой молитве, к нему говорится, что когда ему было 8 лет, он усмирил Якшу. В комментарии на эту молитву Кинчен Ринчен Дарге говорят, что в возрасте 8 лет Дюсум Кемпа встретился с местным гневным божеством, гневным Якшей. И он освободил этого Якшу и превратил его тело в большой камень. И говорится, что этот камень все еще можно видеть в месте рождения Дюсума Кемпа. И не только это, долгое время, когда в этом месте была проблема с засухами, то поддерживался обычай переворачивать этот камень. И это была такая старая традиция в Треху. Об этом гласит эта история. Дальше говорится, что в возрасте 11 лет предотвратил великое сражение. В комментарии говорится, что
Он усмирил великую армию, которая стремилась обрести богатство. Похоже, что в то время армия из другого района пришла в Треху для того, чтобы захватить богатство и мясо у людей Треху. И Дюсун Кимпа остановил их. Это не так ясно описывается в комментарии. Но похоже, что в это время в родной земле Дюсума Кимпа была война, разразилась война. И его отец, Ломбадыр Жиген, хотя и был тантрическим мастером, не мог остановить войну. Его попросили остановить ее, но отец ответил: «Я слишком стар, и я не могу уже вовлекаться в гневные активности, не совершать гневные деяния. Поскольку если я совершу гневные деяния, тогда гневной активности мне нужно будет прочитать несколько сотен миллионов мантры божества. И пока я этого не сделаю, пока я этого не закончу, я не могу совершать гневные активности. Но ты, мой сын, — сказал он, — ты очень искусен в деяниях ритуалов усмирения Мамо и Ямы, поэтому проведи ритуал победы над Ямой в сражении». И согласно этому наставлению Дюсун Кимпа провел ритуал победы Ямы в сражении, и тогда армия захватчиков была остановлена. И в долине, где они жили, установился мир. Следующее — это то, как Дюсун Кимпа встретился с гуру Вайрочаной. В биографии Дюсума Кемпы, в биографии непосредственного ученика Дюсума Кемпы, Ганга Лоцавы, а также в биографии его помощника Гелонга Кумара Боди, Гелонга Шану Джунчуба на тибетском, говорится, что Дюсун Кемпа встретился с индийским гуру по имени Вайрочана и получил от него духовные наставления. И тогда возникает вопрос, кто этот гуру Беруцана, гуру Вайрочана? В красных аналах великого тибетского историка Дункара Ринпоче говорится, что это не тот же человек, что Лоцава Вайрочана, который жил во времена императора Тибета Трисонга Дэцуна. А это лама с похожим именем из традиции Калью. То есть говорится, что этот гуру Бейру, либо гуру Вайрочана, это не тот же самый человек, что Лоцава Вайрочана, а что это лама из традиции Калью. Похоже, что это был индийский пандит, который путешествовал в Тибете в XI веке. Звали его Вайрочана Ваджра или Вайрочана Ракшита. И в биографиях учеников Дюсума Кемпы его называют Лама Бейру или Лама Вайрочана. Также он известен в Тибете под другим именем Мульчу Беру. Мульчу на тибетском значит ртуть. Причина, по которой его звали ртуть Мульчу, поскольку когда он был в Китае, император Китая дал ему чашку с ртутью, дал ему выпить чашу с ртутью. Как вы знаете, ртуть очень отравная, но несмотря на это, он смог выпить эту чашу полную ртутью, и она не причинила ему никакого вреда. Именно с того времени его стали звать Мульчу, либо ртуть Вайрочана. И этот Мульчу Беру был очень важным.
И причина, по которой это так, связана с практикой 5 божеств Тары. Это одна из самых главных линий, которые в Карма Кагью как раз и начинается с Дюсума Кемпы. Говорится, что он получил ее как раз у гуру Вайрачана. Кроме Дюсума Кемпы, у Мульчудора было много других известных учеников, таких как Ринпоче Гьяца, основатель Трупу Кагью, Лама Шанг, основатель Цалпа Кагью, а также тибетская йогиня Мачик Шама. Есть биография Ламы Беру, написанная Ламой Шангом. И этот текст является самым важным источником по истории его жизни. Когда Гюэ Лоцава описывает жизнь Ламы Беру в своих синих аналах, он как раз опирается на эту историю, жизнь, историю освобождения Ламы Шанга. И я мог бы много другого рассказать, что произошло, когда Дюсун Кемпа встретился с ним. Однако у нас нет времени для этого сегодня. Хочу только отметить, что есть известное место затворничества. Это пещера, в которой гуру Беру, Лама Беру, пребывал в Трешу возле Кадрака. И это место описывается как святое место, в котором Ачарья Вайрачана пребывал в затворничестве. И это место очень почитается. И говорится, что когда Лама Беру пребывал в этой пещере, он увидел ясный свет, который исходил из долины Кадрака. И когда он отправился на место, чтобы посмотреть, откуда шел этот свет, то он увидел, что там находилась старая статуя Будды Шакьямуни, которая была сделана, вырезана еще во времена первого Дharmaraджи Сансена Гампо. Именно из этой статуи исходил свет. И затем говорится, что после этого в этом месте был основан монастырь, который назывался Кадрак Дорджидан. Однако вскоре этот монастырь пришел в упадок. И в этом месте была найдена статуя тысячерукого Балакитешвары, а также Дамчана Дорджи-Лекпы, наполненная дарами мантрами. И также в этой пещере, где практиковал Вайрачана, сохранились 108 цаца, которые он сделал. И важно понимать, что в историях, сказаниях часто этот гуру Беру, гуру Вайрачана, часто путается с Лоцавой Вайрачану. Однако это разные люди.
И дальше в молитве в Дюсума Кемпе говорится, что в возрасте 15 лет ты освободил врага учения. И описывается, что Дюсум Кемпе практиковал магию, благодаря которой мог побеждать врагов. И его могущество как мага было таким великим, что все враги боялись его. И, испугавшись, они принесли свое раскаяние Дюсуму Кемпе. И Карма Кемпо пишет, что когда ему исполнилось 15 лет, Дюсум Кемпо достиг мастерства в практике Ранжун Гелму в пещере Ламо в Треши. И она проявилась для него, то есть он увидел ее воочию. И эта богиня освободила врагов, которые причиняли трудности, вызывали препятствия для Дюсума Кемпе, а также его отца. Что же это за пещера Ламо в Тре, о которой упоминается в этом Нектаре? Говорится, что эта пещера Ламо также находится в Ратаке. Гелам Шанкара пишет, что дальше в горах, в долине Ратак, Дюсум Кемпе достиг совершенства в практике Палдан Ламу и увидел ее лицо. Она скрылась в скале, оставив на ней свое самопроявленное изображение. И когда седьмой Кармапа Чудрагемцо посетил Джохо, он также отправился в эту пещеру Хаму, и он увидел лик Палдан Ламо на скале и написал восхваление, которое входит в его собрание работ. Однако одно из описаний этих событий отличается. Это описание в комментарии на молитву к Дюсуму Кемпе 8-го Кармапа Микё Доржи. В нем говорится, что в возрасте 15 лет он освободил врага учения. И его жену увел другой, и поэтому он совершил практику, магическую практику, и достиг победы. В собрании песен 8-го Кармапы говорится, Дюсум Кемпе проявление львиного рыка оставил свою жену и оставил семью своего отца. «Я должен стать монахом», — сказал он, «и пусть я помню о всех ошибках, которые я совершил, пусть я сожалею о них из глубины сердца». И здесь говорится, что Дюсум Кемпе оставил свою жену и также после спора с родственниками отца оставил отчий дом. И те события вызвали Дюсума Кемпе, зародили в сердце Дюсума Кемпе отречение от самсары. И именно тогда он принял монашество.
Также Гацампа пишет, что в возрасте 9 лет он взял жену. О чем здесь идет речь? Похоже, что здесь идет речь о практике обручения детей, что была традиция в Тибете того времени, что детей венчали, то есть они не женились, но они как бы становились женихом и невестой. И говорила, что когда эта девочка вырастет, то она выйдет замуж за этого парня. Это был такой обычай. И похоже, что именно об этом говорится об этой традиции. Также в преданиях говорится о том, что Дюсун Кемпа был некрасив, что у него было лицо похоже на обезьяну. То есть он не был таким привлекательным внешне, а был похож на обезьяну. И мы знаем об этом, поскольку в монастыре Цурпу есть статуя Дюсума Кемпы, которая была сделана после его паринирваны. И скульптор был одним из его непосредственных учеников. И у этой скульптуры действительно лицо похожее на обезьяну. И это свидетельствует о том, что, возможно, Дюсун Кемпа не был таким привлекательным. То есть, может быть, что он оставил свою невесту, поскольку не был красив, а, возможно, кто-то другой увел ее, и просто невеста оставила его и ушла с кем-то другим. Как бы там ни было, когда она покинула его, Дюсун Кемпа был очень расстроен, и для того, чтобы вернуть ее, практиковал гневные мантры и привлекал активность защитников Дharмы. И этот человек, который увел его невесту, враг, он упал с лошади и умер. И когда Дюсун Кемпа услышал об этом, то он очень радовался этому, а потом об этом сильно сожалел. В возрасте 16 лет, как говорится, он стал монахом, показав пример монашеской дисциплины. То есть все эти события, которые я только что описал, говорят нам о том, что он был известным практикующим гневные мантры. И в силу своей практики или своей практикой гневной мантры он убил кого-то. И тогда он осознал кармическое созревание, к которому это приведет, и в нем зародилось желание отречения от самсары. Он почувствовал сильное отвращение к мирской жизни и попросил своего отца разрешения стать монахом. И тогда в возрасте 16 лет отправился в Кадрака Чомджуне, в Тре, это монастырь, который принадлежит к традиции Кадам, и принял монашеские обеты от Кемпо Чокyi Ламы. И это были обеты гиены. И этот лама, у которого Дюсун Кемпа принял обеты, монашеские обеты, принадлежал к линии Джову Атиши, а также был учеником основателя монастыря Сангпу, известного Лацавы Мок Лорен Шираба. Во время принятия монашеских обетов он получил монашеское имя Чокyi Дропа. И от Дюсума Кемпы все последующие перерождения Кармапы получали
монашеское имя Чокиджакпа. Чокиджакпа. И мне кажется, что это как раз связано с первым кармапой Чокиджакпы. И в путевых заметках помощника Микёдоржи Келанка Шанкара говорится, что тибетский император Рилпачен собрал всех монахов Тибета и возвел монастырь, который назывался монастырь Колеса Дharмы. И когда этот монастырь был построен, император положил на землю свои волосы и попросил всех членов монашеской сангхи пройтись по ним, и затем эти волосы стали считаться святыми и были заключены в ступу. И эта ступа, которая сейчас находится в Кадраке. То есть эта ступа в Кадраке содержит волосы Три Жилпачена. И возле этой ступы как раз Дюсом Кемпо и взял обеты от ламы Чокро Чокьи. И также говорится, что в то время, когда Дюсом Кемпо принял эти обеты во время монашеские обеты в возрасте 16 лет, так и не подарили ему корону из своих волос. И те, кто даровал ему обеты, присутствующие при этом, все видели это. То есть это было такое видение, которое они все видели. И с тех пор как раз и началась традиция ношения черной короны, кармапами. То есть все это произошло как раз в Кадраке, в месте, где была ступа, воздвигнутая Три Жилпаченом, содержащая его волосы, освященные монашеской сангхой. И как бы там ни было, после принятия обетов Дюсом Кемпо провел 2 года в Кадраке. Он служил Кемпо Чокье Ламе, также изучал учение Кадам, традиции Атиши. Также, как я уже говорил, в то время в Центральном Тибете было 3 непосредственных ученика Атиши, которые звали Ромпа Гарге, Гёла Цао, Йолчуванг. И именно брат Йолчуванга даровал Дюсому Кемпе учение Кадам. Павел Чунлак-Чанва и Кункемпа Макарбо говорят, что Дюсом Кемпа непосредственно изучал Дharму с Йолчувангом. Но другие биографии Дюсома Кемпа лишь упоминают ученика Йолчуванга, а не самого мастера Йолчуванга. И Дюсом Кемпа часто рассказывал своим ученикам о своей нынешней и прошлой жизни. И когда он рассказывал о своем прошлом, он говорил о своих учениках, о своих учителях, и он не упоминал о Йолчуванге.
То есть из этого мы можем заключить, что он непосредственно не учился у Йол Чуванга. И также, как мы можем знать об этом? Говорится, что когда Атиша пришел в Центральный Тибет, Йол Чувангу было больше 50 лет, то есть он был старше 50 лет. То есть в то время, когда Дюсун Кемпо встретился с Йол Чувангом, ему должно было быть около 95 лет. То есть поэтому по этой причине мы можем установить, что вряд ли Дюсун Кемпо учился самим Йол Чувангу. Также говорится, что когда Дюсун Кемпо изучал традицию Атиши, то он получил также 4 мандалы Тары из линии передачи Йоль. И эти 5 божеств, 4 мандал Тары, включают Хаягриву, а также 4 шванов. И благодаря этому наставления Атиши распространились в линии Кармапы. И это говорит о том, что линия передачи, которая в Карма-Каге берет свое начало от Дюсума Кемпы, это практики 5 божеств, а также практика Хаягривы 4 шванов, берет свое начало именно от Йол Чуванга. И важно также, что именно эта практика 4 мандал Тары берет свое начало из линии Йоль. И эта линия, похоже, сохранилась лишь в Камцанге. И говорится, что это очень могущественная практика. И эта линия, она была утрачена. И как упоминает Катутырикдзин, что есть много различных ритуалов Тары, которые происходят из линии Падмасамбхавы, Дамбы, Гьягарвы, Шакья Шри. Однако среди них всех эта практика Тары является самой могущественной. И это особенная практика в линии Камцанг. И причина, по которой она такая особенная, это сама структура ритуала. И что касается структуры ритуала, то самовизуализация основывается на красном Авалокитешваре. А затем напротив мы визуализируем белую, красную, зеленую тару и подносим каждую из них мандалу. А в конце также мы представляем красную, белую и зеленую тару всех вместе и подносим им еще одну мандалу. Именно поэтому практика называется практика 4 мандал Тары. И в Колофоне этой практике говорится, что этот ритуал подношения и молитва к Таре берет свое начало от самой Тары, которая передала его Атише. А Атише передал его Йол Чувангу. Йол Чуванг передал его Дюсуму Кемпе, а затем Дюсум Кемпе передал его Гьяпова Лунгпе. Затем практика распространилась дальше. То есть в этом колофоне говорится о том, как линия передачи берет начало от Атиши.
и Йол Чуванга, который передал ее Дюсуму Кемпе. Если верить словам этого Калафона, то Дюсум Кемпа на самом деле встречался с Йол Чувангом. И это практика пяти божеств Тара берет свое начало от Атиши. И как раз от Йол Чуванга она перешла к Дюсуму Кемпе. И есть также есть еще самым известным ритуалом Тары, это ритуал из традиции Нартанга. И он входит в 100 ритуалов Нартанга. И эти 100 ритуалов Нартанга были переданы Атише Гампаве, затем Гампава передал его Камаве и так далее. То, что называется Камава, относится к Гейше Камаве, а не Кармапе, как многие считают. Поэтому между линиями традиции Нартанг и традиции Камцанг есть большое различие. И в наши дни очень практически невозможно найти людей, кто бы знал этот ритуал Тары. То есть некоторые слышали о нем, однако того, кто бы был держателем, хранителем сущностных наставлений, по этой практике найти почти невозможно. Это очень особая практика, и которая как раз особенна в нашей линии. Поэтому нам следует хранить эти наставления, эти сокровища, наставления. И только лишь если мы будем хранить линию, традицию мастеров прошлого, тогда мы сможем без стыда смотреть в лицо мастерам прошлого. Однако, если мы будем практиковать традиции других линий и при этом не знать собственную традицию, то мы не сможем взглянуть им в лицо. Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы практиковать линию других линий, но важно сохранять свою линию прежде всего. И это то, что я хотела вам рассказать сегодня о Дюсуме Кемпе, его значении для тибетского буддизма и также в особенности для линии карма Камцанга. И важно понимать, что самое важное в том, когда мы слушаем истории о жизни мастеров прошлого, это не просто история жизни. Это сущностное наставление, это духовное наставление, которое нам необходимо воплощать в собственной практике. И мы должны руководствоваться своими практиками, историями жизни таких мастеров, как Дюсум Кемпе. И только тогда мы сможем стать такими же, как они. И это все, что я хотела сказать сегодня. Благодарю за внимание.